солнечного Крыма. 22 апреля. Плюс 18. Или даже плюс 17. Маршрут дня. Орджоникидзе, Феодосия. Частично Коктебель, Орджоникидзе. Вечер, 5:30. Вот такие красивые облака сегодня. Вчера был дождь, сегодня дождя нету. Вроде как. Не будет, надеюсь. Едем на вечерний кофеек на набережной прокатиться. Едем прокатиться. Недавно приехал с тренировки, дневной тренировки. Тренировка в тренажерном зале. Жим лежа, подтягивания, брусья. И упражнения на трицепсы. Сегодня делала 100 килограмм в жиме на 6. 4 подхода. В общем, свой вес на 6 раз жим лежа. Ну, думаю, что 105 могу на 6 делать. Я делаю не до самых последних сил, а так. Ну, делаю и делаю. Вот. Так что, думаю, 105 еще смогу пожать на 6. Но 110, наверное, уже на 6 не смогу. А 105 это смогу. Так что вот такие делишки. Мы свернули на Эллинги. Ну, как обычно, через Эллинги вверх в горы. Можно по трассе было чухнуть в Феодосию. Но я по трассе ездить не особо люблю, когда есть такие места горные. Вот. Поэтому я езжу своими дорогами. Тем более моща позволяет подниматься в горы. Все колеса, полный привод. И есть кнопка турбо. Так что мы просто кайфуем от такой езды. Да, облака сегодня офигительные.
Вчера одно видео на ютубе там видел, какая-то выставка была в Москве, что ли, в Питере, велосипедов. И вот один парень там, ему предоставили, или он сам его взял, или ему предоставили на этой выставке какую-то электричку хайбайк, по-моему, этого года. Там карбоновая рама, типа там навороты всякие. Ну, правда, батарея там, по-моему, 750, а больше ставить нельзя. Не предусмотрено больше ставить. Ну и в общем он рассказывает, что как. И тут в комментариях пишут типа: 1 000 000 рублей, нифига себе, за велосипед, я лучше куплю мотоцикл там, или там машину там. И еще кто-то там: о, ты такие деньги, ты что, да ну нафиг такой велосипед. Просто те, кто не знает и не пробовал, не ездил, тем не понять. Ну или просто им это, ну, не надо. Ну там пишут типа: о, я лучше куплю там мотоцикл там. Ну покупай ты мотоцикл, кто ж тебе запрещает покупать за такие деньги машину или там мотоцикл. А просто фишка в чем, почему цены такие на новые электровелосипеды. Потому что, во-первых, тебе не надо его заправлять, в отличие от мотоцикла. Да, ты меньше проедешь там километров 100 там, но эти 100 километров тебе в день хватит с головой. Это первый момент, что его не надо заправлять, тратить отдельно деньги на бензин там. Второй момент, это тихий. Он тихо едет, все, ты его практически не слышишь. Все. А вот он тихо, да, едет. Поедем, проедемся туда, в конец, дальше. Можно было и попробовать сюда наверх заехать, но я думаю, я не смогу подняться с самый вот тот пик. А может и смогу, я ж ни разу не пробовал. Вроде как отсюда смотришь, вроде как и он там раз и погнал. Что, попробуем? Ну давай попробуем. Вот. И в общем, а третий момент, это то, что ты можешь на нем ездить везде, по набережной, по асфальту, по горам тоже можешь на нем ездить, то есть везде. То есть это такое универсальное транспортное средство. Вот. И поэтому цена такая. Ты ж на обычном велосипеде в горы заехать на 1500, например, метров не сможешь, нет. Вот. А на нем можно. Сейчас попробуем затащить. А, можно, да, нормально. Все, сейчас затащим.
О, о, а я что-то и никогда и не пробовал. Ха. Прикиньте, я все думал, что этот я подъем не смогу подняться. Фига там. Ха-ха. Поднялся. Вот на обычном велосипеде ты сюда в жизни не поднимешься. А на электричке вот тебе, пожалуйста. Поэтому и это ж цена такая, но все от этого зависит. Горы. Горы. То есть ты в горах можешь ездить на электричестве, не на бензине, не на дизеле там. А тихий ход, тебя никто не слышит, ты едешь себе и все. Вот мы в Ялте с другом часто поднимались с Ялты, с самого низа, и на беседку ветров на 1500 метров через леса. Это такой кайф, вообще просто кайф. На обычном велосипеде ты в жизни туда не поднимешься, только будешь всю дорогу его за собой тащить. А мы ехали, да, ехали спокойно. Лошадки. Поэтому и цена такая. Ты ездишь не на бензине, не на топливе, а на электричестве. И у тебя тихий ход, тебя не слышно. Так же самое, как ты сможешь на эндуро мотоцикле подняться в горы. Так же самое ты можешь на электровелосипеде подняться в горы. Только разница большая. Там тебе надо его заправлять, а этот только батарею зарядить и все. Ну и тихий ход, его вообще не слышно. Ну понятно, что их у нас продают дороже, чем они стоят. Там они продают, к примеру, за, ну, грубо говоря, 500-600 тысяч. А чтобы его сюда привезти, растаможка, все дела, вот они накидывают там 400 тысяч, 300, 500 тысяч. И вот оно выходит, что он здесь стоит 1 000 000 рублей. А если там купить, ну ты ж специально за велосипедом туда не поедешь. Так что, поэтому у нас такие цены на вот них, да. Там они стоят дешевле. Так что как-то так. Кому что нравится. Хочешь на мотоцикле ездить, да ездит ты на мотоцикле. Кто ж тебе против? Ну, цены такие, да, что ты, блин, сделаешь? Такие цены. Такие цены. Я знаю некоторых ребят, которые на машинах ездят, и у них мотоцикла нет, у них машина и электричка, велосипед. И кайф им. Захотели покататься в горах. Все, приехали на машине, выгрузились, покатались. Все, сели и уехали. А мотоцикл — это мотоцикл. То есть тут как бы сравнивать — это две большие разницы. Тихий ход и то, что надо заправлять. И вес. Вес мотоцикла сколько? 100 килограмм, 150 там. А велосипеда 25-30 килограмм.
Ну да, скорость меньше, но так другие плюсы есть. Ну, в общем, да, каждому свое. Кому нравится на мотоцикле ездить, кому на велосипеде. Так, понятное дело. Но мне, допустим, больше нравится велосипед, чем мотоцикл. Хотя я могу себе позволить купить мотоцикл. Но как бы не знаю. Мне что-то мотоциклы не в кайф. Машина и велосипед, это да. Ездишь на машине, и когда надо куда-то прокатиться, размяться, покататься в горах, все, взял велосипед и погнал. Так что каждому свое. Кто любит на мотоциклах ездить, пожалуйста, ездите. Но еще здесь один момент. Ты вот катаешься, так, раз, заехал на набережную, все, на мотоцикле ты на набережную не заедешь. Тебе надо его ставить, идти пешком по набережной, там кофе брать, где-то сидеть, а на велосипеде ты чум-чум-чум туда-сюда. Ну, то есть где хочешь, там и ездишь. Так что я же говорю, каждому свое. А то там, блин, комментаторы эти: о, что так дорого, о, что так это. Да ну не покупай ты, блин, что так дорого. Или не смотри вообще такие видео. А то прям их: что так дорого, что так дорого. А что сейчас дешево? Сейчас машину новую, нормальную, меньше чем за 1,5 ляма нету ничего. Все стоит под 2 ляма, под 2. Так что тут как бы сейчас цены, да, на все. И на машины, и на мотоциклы, и на велосипеды. Все сейчас стоит денег немалых. Хоть новая, хоть даже и бэушная сейчас тоже стоит. А мы, тем не менее, уже в горах. Пока болтали, мы уже половину пути поднялись в горы. Сейчас надо встать на секундочку. Уф, какая красота вообще! Красотище! Так, ну что, поднимаемся дальше. Пока тихо, более-менее ветра нету практически. Камни эти, блин. Сегодня, конечно, да, после дождя вчерашнего прохладно так стало. Капец.
Было тепло недели 2, да? Или сколько? А потом похолодало. Ну, все равно нормально. Ну, хотя нет. Должно быть уже тепло, блин. Должны уже в шортах там. А мы по-прежнему то ходили в шортах, да, то потом опять оделись. Ну как, мы прям в шортах не ходили, но все равно. Фух. Да, так на подъемах, конечно, жарковатенько. Вспоминаю я эту тропу. Сейчас тут будет подъемчик такой, да, надо переключиться на саму 51-ю. Блин, чуть ли не спрыгнул, хотел уже спрыгивать, зацепился об угол. Омале, 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 ле. О, камни, 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 камни. Ух ты, вырвался. Нет, тут я ехать не хочу. Видок, да? Суперовский. Тут я пройдусь. Сейчас включим помощника. Так. Погнали. Ох, какой помощник сегодня прям хорошо тащит. Нифига себе. Придумали кнопку эту помощника, чтобы не тащить 25 килограмм. А вот так раз и все. И нормулик. Фух, ладно. Погнали. Опа. Ой, куда я переключился? Сейчас же будет подъем. Жирный подъем сейчас будет. Я переключаюсь на какую-то там звезду побольше. Поменьше надо. Подъем идет. Мы любим подъемы в горы. А у нас закат, твой рассвет. Вау! 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 Закат и рассвет. Оп. Что-то там камушки цепляются. Розовый закат, розовый рассвет. Ла-ла-ла-ла-ла. А спускаться я, кстати, этой дорогой еще ни разу не пробовал. Только сейчас я покажу. Только вот эта дорога я спускался правее. Вот так и погнал. А это не пробовал. Интересно будет попробовать. Фух. Почти уже приехали на самый верх.
рассвет. Розовый, розовый. Красивенько, красивенько. Тучки такие офигительные. Главное, чтобы дождя, блин, не было. Остальное все фигня полная. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да, красивенько. Сейчас станем, сделаем пару фотографий. Are you ready? Фу. Опа! Да, погодка так погодка. Море такое вообще. Цвет такой офигенный. Ох, ветер тут дует. Надо поторапливаться. Ух, да. Ветер холоднючий дует. Бамбалея. Бамбалея. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. Делен, 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 делен. Бамбалея. Холодный ветер, да, сегодня хорошо, что я оделся чуть потеплее. Ты шо? Ну и шапку хорошо, что одел, ты шо? Сегодня прям вообще
вообще, ух, свеженько так. Свеженько. Чё, погнали. Стой, сейчас надо поправить колонку вот так. О, все. Що? Балуйся. Балуйся. Хотела напасть. Надо стать, что-то ей порассказывать, потом она все успокаивается. Собаки на углу сидят. На углу сидели, что-то там рассматривали. Камера так вечно опускается куда-то. Ох, это что стоят. Сейчас район Генуэзской крепости. Спустились. Малой стоит, смотрит. Так, слева никого. Ох, справа едут. Справа едут.
ветер. Ох, фура стоит. Что-то привезла. Что она тут стоит? Что-то стоит. Все, едем на кофеек. С собаками гуляют. Набережная Феодосии. Циклист заехал на набережную. Негодяй. Прохладненько, людей гуляет маловато. Прохладно, людей мало. Правая что-то слабо подтянуто, надо подтянуть, сейчас будет. Нету. Тут ветер, да?
ветер. Как обычно ветер. На набережной. О, ветер, да. Встречный ветер сейчас. Ох, какие эти облака, да? Красивые. Облака красивые, да. Ладно, сейчас возьмем кофеек. Фух. Посидим, попьем кофейку. Собаки бегают. Гавкают где-то собаки. Да, ветрено.